Ребята, всем привет! Как говорится, 1000 лет, 1000 зим. Я на рыбалке. Ну и до этого бывал на рыбалке, но не клевало. Очень надеюсь, что сегодня что-нибудь удастся поймать. Сегодня я на озере. Как-то я уже на нем бывал. Видео с этого озера есть на канале. Значит, рыбачить буду здесь на перевертке. И спиннинг покидаем, соответственно, когда поставим. Хочу сказать огромное спасибо магазину «Привал», который обеспечил меня живцом. И хочу всем напомнить, что магазин «Привал» переехал из торгового центра «Атриум» в торговый центр «Московский пассаж» на цокольный этаж. И в этом магазине всегда есть в наличии живец, червяки, опарыши. И сейчас сезонно, скоро, соответственно, будет мотыль. По-моему, в городе больше нигде живца не продают. Поэтому, если вам нужен живец, обращайтесь в магазин «Привал». Там, соответственно, и снасти, и экипировка, и все остальное. А мы с вами сейчас начнем расставлять перевертки. Поехали. Забыл сказать, наверное, что на водоеме я не один. Я с двоюродным братом, а он, соответственно, со своим сыном. С Гришей. У них тоже есть перевертки. Сейчас я расставлю, живец останется, я им тоже отдам. И мы поставили пару экранчиков для того, чтобы поймать живца местного. Это, если удастся, то это будет, наверное, для щуки лучше, чем карасик. Посмотрим, Перевертки, кстати, мне в свое время тоже Юра подарил. Это он делал. Я немножечко здесь переделывал в плане поводка из флюорокарбона. Но видно, что он немного посеченный, что ли. Щучка на него клевала уже. И на этом же озере у меня щука откусывала. Зимой на жерлице вроде флюорокарбоновый поводок нормально заходит, а что-то осенью наверное, нет. Это не точно, я не профессиональный переверточник, не знаю всех этих нюансов. Значит, карасики такие, видно вам, да? И небольшой, и не маленький, нормальненький. Но там есть и поменьше в магазине. Значит, насаживаю через рот, то бишь у меня не совсем, наверное, правильный какой-то монтаж. Я не особо специалист в этих вопросах. Но получается, через жабры заводим крючок карасику в ротик. Здесь на застежечку. Опа. И отпускаем в воду. По такому принципу буду расставлять сейчас перевертки. Не вижу смысла показывать, как я буду расставлять все. Сейчас снимаю с якоря и здесь буду расставляться. Расставлюсь, а потом покидаем воблер и попробуем потвичить. Так, сейчас Юра с Гришей тоже расставляются. И у нас как начнет клевать, мы надеемся очень. Да? Только здесь мои перевертки уже стоят, мы уже заплыли в мои перевертки. Пойдем где-нибудь другой сектор заставим. Если будет клевать, то будем, может быть, как-то перевертки перемещать. Здесь везде 2-3 метра фоновая глубина. Там побольше, там яма на 12, сам знаешь. Опа. А вон там стоит сеть. Чья-то сеть. А я даже не посчитал, сколько у меня переверток. Но я думаю, тоже штук 10, по-моему. Так, ребята тоже расставляются. Это какое-то карстовое озеро. В интернете написано, что это Старица, Мокши.
Вон там, где маленько берег выдается чуть-чуть, там глубина есть 12 метров. Вот. Здесь фоновая глубина 2-3 метра, даже вот прям возле самого берега. Хорошие здесь глубины. Как-то мы здесь приезжали на первый лед с жерлицами. Здесь было столько народу, но ни у кого ничего не клевало. И у нас там пару карандашей клюнуло, и все. И был народу тоже поспрашивали, тоже особо что-то не клевало. Ну, посмотрим. Мы не за рыбой, мы на рыбалку. Ну, я, по крайней мере. Была поклевка, но, видимо, схватила и отпустила, может быть, маленькая щучка. Сейчас посмотрим. Следы есть на карасике, там что, нет? Да? Прижал? Ага. Ну ладно, тем не менее, перевертка крутанулась. Будем наблюдать. Все, закончили расставляться. Сейчас покидаем еще тут туда-сюда. Будем ждать выхода. Брат, Шум, брат. здравствуйте. Здрасте. Я вот тут сторож, вот это заведение. На моторке у нас здесь никто не плавает. А это электромотор. Не плавайте, если хотите, ваши номера предупредили, сейчас в район позвоню. Не плавает тут никто. Ага, ну Хотите, позвоню при вас или номера ваши напишу. напишите. Ну не плавайте, говорю, не плавайте, Христа ради. Или хотите, что я начальника, сейчас позвоню своему начальнику. Ну позвоните. Ну что такое, Не, здесь природоохранная зона, ну, здесь нет, люди всё- отдыхают. Нет, все правильно. Позвоните начальнику, я с ним поговорю. А что поговорить, не надо тут плавать-то. А сети можно тут ставить? Сети начальника тут, при чем тут это сети-то? Не плавает тут на лодке никто, я вам объясняю. Нет, ну вы звоните начальнику, я с ним поговорю. Начальник, не плавает тут на эти, не плаваю. Почему? Тут охранная зона. А сети кругом стоят. При чем тут говорить сети? Что, если начальник, то все, можно что ли вам? Нет, мне, может быть, ничего нельзя, как бы там. Вы позвоните начальнику, я с ним поговорю. Не плавает никто. Я тут уже вот 5 лет сторожу, никто тут не плавает. Да я знаю, мы с вами зимой общались в прошлом году. Ну вот вы опять Саровский, вы что же этой хуйней занимаетесь-то? Да какой? Не плавают тут. И что, блядь, крутые что? Это электромотор. Мне похуй электро. Все, поговорили, звоните Что начальнику. звоните, Звоните начальнику. Нихуя. Звоните начальнику. Звоните. Я тут, блядь, сторожу. Ну, она что ли сюда должна приехать? Сторожите, звоните начальнику, пускай приезжает сюда. Блядь, не плавает, ёпти мать. Я тут сторожу, блядь, они моторами плавают, блядь. Звоните начальнику. Нахуй я буду звонить, не плаваю. Одного, блядь, бедный, блядь, опять плавают моторы, блядь. Люди туда отдыхают, блядь, делегации приезжают, блядь. Они, блядь, не хотят плавать. Плавают, так, на космосе. Если надо, там не блядь, как не блядь, Вот такие пироги. Ему водоохранную зону здесь, вот он охраняет, сетями можно ловить, а мне на электромоторе здесь плавать нельзя. Вот и весь расклад.
Все озеро в сетях. Охраняет он здесь. Свои сети он здесь охраняет. Сторож этого озера, да, сейчас вот снимает свои сети. Ну, что-то я не видел, что там рыба-то была вообще-то, как бы. Ну, если он ставит сети, значит, наверное, что-то попадается. Но даже дело не в этом, как бы. Он говорит, что здесь вот нельзя на моторе, там туда-сюда. Ну, что-то начал как бы дерзить просто-напросто, да. А сам занимается здесь браконьерством. Понятно, что, может быть, как бы есть какие-то хулиганы, которые могут посягнуть там вот на какие-то вот постройки, тут еще что-то там. Да, но нам оно не надо же, как бы мы же приехали просто на рыбалку. И очень, конечно, невежливо он себя повел. Я говорю, что охраняешь, что и имеешь. Лес охраняешь, дрова есть. В аптеке работаешь, вата есть. Озеро охраняешь, сети ставишь. Перевертка одна белая ее. А? Вот белая перевертка. О, крутится, крутится этом. Крутится. Сработала перевертка. Вот это крутится. Когда приезжаешь отдыхать и попадаются вот такие люди, конечно, очень портят настроение. Ну ладно, еще порыбачим. Поклевка на перевертку вот у Юрика. Сейчас дождусь о нем. Че, там еще где-то есть? У меня подсачника нет. Вон все крутится, смотри. Не крупная. И леска прям какая-то тоненькая здесь. Опа. Блин, и якорь не достает. Ой-ой. Ага, сейчас посмотрим. Там все жабры у меня повредили. Сейчас я Юрику. Так, у тебя живец остался? Ну вот и в прошлый раз у меня такие тут попадались. Ну посмотрим. Давай сейчас проверим, может там еще где клевало. Так, сейчас мы на нее поставим. Кидаю воблеры. Вообще даже намека на поклевку нету. Конечно, странно. Ну,
Будем надеяться, что еще что-нибудь клюнет. На улице +2. Ветерочек, ну, холодновато, так скажем. На перевертку только одна поклевка вот пока результативная. Перевертка вот одна перевернулась. Сейчас посмотрим, что тут такое. Ага, есть что-то. Что-то есть. Что-то есть. Так не хочется руки пачкать, честное слово. Или может мы ее закинем вот так вот. Оп, небольшой щурок. Но это перевертки Юрика, как бы там. Поэтому, как говорится, это рыбка Юрика. Оба. Где? Ага, он еще одна у Юрика сработала. Давай, давай, я тут тоже поймал щурка маленького. Опять на ту же, что ли, да? И окрутилась, да? Ну ладно, держи вот щурка еще одного. Держи. И раз. Теперь у всех руки рыбы пахнут. Ага, ну не крутила, была просто перевернутая, как бы там. А это крутило несколько раз прям. Смотри-ка, может сюда нужно мои сместить? Ну сейчас подождем еще немного. Я тебе говорю, просто сейчас, ну сколько времени? Сейчас вот 10:30, обычно с 11 клев-то. Намокшь-то. Здесь-то, как говорят. Посмотрим, может быть там будет выход. Если нет, то можно будет сместить сюда куда-нибудь. Итого у нас 2 щурочка. Так, перевертка вот белая тут, но что-то не крутится. В любом случае надо проверить. Щурочек небольшой есть. Почему-то на Юркины клюет, а на мои не клюет. Да бодрые какие-то щурки-то прям. Так. Да, маленькая. Оп. Оп. Только я, по-моему, живца того же насадил. Я приготовил, а потом насаживаю, смотрю, вроде дырка в нем. Думаю, не может быть. А потом все время под ногами тот, который я приготовил новый, скачет. Так, ну ладно, что. Не крупная щука, но 3 уже, да? Клюет. Да. Холодно. Так, мы уже сворачиваем перевертки. И вот последняя перевертка. Ага, и клюнула палка. А я-то думал, здесь мега щука. Нет, ребята.
Ничего подобного. Хотя карасик вот поврежден, видимо, щука размотала. Он маленькой схватила, он за попку его. Ранка у него. Ну и ладно, как говорится. Все, сейчас Юрик тоже там собирается на берег. Ну что, дорогие друзья, вот подошла к концу наша рыбалочка, замерзли. На воде были часа 4, наверное, что ли, получается. Удалось поймать 3 маленьких щурка. Пока стояли перевертки, ловили на спиннинг. Юра с Гришей кидали железяки, колебалки, вертушки. Я на воблеры. Ни одной поклевки, даже намека на поклевку не было. И все. И где-то в интервале с 10, может быть, до 11 вот щучки клюнули. До этого и после этого тишина полнейшая. Что-то на это озеро возвращаться еще как-то желания больше нет. Посмотрим, может быть, еще куда-нибудь выберусь, либо на первый лед пойдем ловить артана. Посмотрим. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч.